Бахча, можно здесь сказать, да? Я вот сейчас слушал вас 10-15 минут, да? Вот польза, да, вот ваша польза, вы можете рассказать, вот ваша вот атеистическая польза? Там же тоже клейма негде ставить. Не тоже, а негде ставить. Нет, давайте без вранья, без перебивания. Мухаджир, у меня к тебе вопрос. Ну, я вас слушал. Давай, если есть, давай. Я просто вас слушал тут, Ты слушаешь мой вопрос? Давай, командуй. Почему ты назвал нас атеистами? А кто вы? Кто здесь тебе сообщил информацию, что он атеист? Я вашу религию здесь и не видел, чтобы вас кем-то назвать. Здесь наша религия? Тебе тут кто-то сказал, что он атеист. Откуда ты сам, значит, сочинил это? Он что, сейчас кто-то человек ворует, когда он что говорит, что он вор, что ли? Он вор, если он ворует. Вот так, вы про религию вообще не говорите. Вообще здесь не говорите. Ты это сам определил, увидел, что мы что-то воруем. Как ты? Нет. А название мы говорим. Процесс там свой озвучь, с чего ты взял, что тут люди атеисты. Кто такой атеист? Атеист, который вообще Бога не верит. Вообще религии нет. Стоп, остановись, сейчас мы спросим. Так, кто здесь не верит в Бога? Видишь? Молчание. Тишина. То есть ты сейчас только что на целое сообщество из 50 человек накинул абсолютную ложь, что они атеисты. Хорошо. У тебя какая вера? Как называется твоя вера? Вот лично твоя вера. Вера в Бога называется. У тебя есть Бог, правильно? Закон есть у тебя? Нет. Закон у меня человеческий. Как может быть? У меня человеческий. А у тебя? А как может создатель человечества создать без закона? Подожди, ты не убежишь сейчас никуда. Тебе задали вопрос. У тебя есть закон? У меня есть закон. Какой у тебя закон? А ну расскажи нам. Закон Аллаха. Называется религия ислам. Хорошо, это закон Аллаха, называется религия Аллаха. В этом законе твоем есть добро и зло? Добро и зло нету, есть справедливость. Что под твоим пониманием слова справедливость? Справедливость, да. И хорошее, и плохое, это значит справедливо. Это. Человек умеет различать плохое и хорошее, да? И испытывает трудности и легкие, это самое, и легкость. Вот родился ребенок, он даже не научился говорить. Через 3 месяца от болезни. Какое испытание он проходил? Через 3 месяца, что ты сказал, умер? Да. Вот точно тебе такой же вопрос. Я-то тебе могу объяснить, тебе-то могу, а ты не ответишь. Давай объясняй, садись на трон Аллаха и объясняй, зачем он это сделал. Не, ты давай без лишнего разговаривай, вы как-то хоть себя уважайте. Это наша территория, мы тут будем разговаривать как хотим. Я тебе задал вопрос, на который ты не хочешь ответить. Через 3 месяца не разговаривающий, ничего не понимающий ребенок заболел и умер. Какое испытание Аллаха он проходил? Умер он, да. Для этого изучаю религию, чтобы, если тебе надо это... Ты сейчас у нас на глазах обосрался ответить на этот вопрос. Да сам ты обосрался, вы всегда такие вещи делаете. Как Мухаджир четко, ясно обосрался, пытаясь ответить на вопрос, который, конечно же, Мухаджир не является неверующим человеком. Он просто зашел с нами Да, он с нами просто зашел погавкаться, и мы его четко поставили на место. Все видели? Вот вам мастер-класс, как можно опустить таких мухаджиров.
вместо того, чтобы паниковать, кричать, перекрикиваться с ним, нет никакого смысла. Хочет потренироваться на мухаджире еще раз? Давай. Кто хочет потренироваться на мухаджире? Он любезно согласился выступить нашей исламской боксерской грушей. Я хочу, Тесла, если можно. Давай сформулируй свой вопрос, я его включу. Если он не ответит, я его выключу. Задавай. Я ему вопрос просто, какой религии он придерживается и основу его религии. Он отвечал мне уже, Аллах, религия, ислам придерживается. Кто хочет потренироваться с нашим любезно пришедшим к нам на огонек псевдоисламистом, нереально. Тесла, вот этот вопрос о законах речь зашла, и если нет добра и зла, есть справедливость некая, да? Но в чем заключается справедливость по отношению к ребенку, которого лишили головы, когда он играл с другими детьми в песочнице, или где он там играл, когда вот личный киллер Аллаха Хизир лишил его головы? В чем заключалась справедливость? Богча, смотрите, да, сюда, вот как вот здесь вот со мной разговаривают, ты видишь, да, хат-пат, отвечай. Смотри, если у вас есть какая-то идеология, какие-то взгляды, да, почему вы не говорите, вот этот маленький ребенок, почему умер, да? Вот наша версия мусульманскую, да, противопоставьте свою версию. Вы ничего не противопоставляете, ничего, у вас никакого закона, спросил я. Что у вас есть? В итоге начинаются вопросы, молчите. Мухаджир, смотри, подождите секунду. Смотри, Мухаджир, ты говоришь, у тебя есть некие законы. У меня тоже есть законы. Я живу по законам природы. Также есть независящие от меня законы природы, законы физики, законы, не знаю, биологии. То есть это то, что от нас не зависит, да? Но взаимоотношения между человеками, одним человеком и другим человеком, человеки научились и выработали на протяжении всего своего развития определенные так называемые законы, то есть правила сосуществования. Да? Эти правила меняются в зависимости от времени, от технологий, от развития сознания, ну и так далее, и так далее. И само понимание некого Бога у нас тоже меняется в результате нашего сознания, да, развития. Вот так у нас представления меняются, потому что представление, допустим, там 5000 лет назад или там 7000 лет назад о Боге и представления современного человека, они абсолютно разные, они разнятся. То есть мы видим, что в результате развития самого человечества также и развивается некое понимание некого Бога. Ты с этим согласен? Конечно, не согласен. Вот смотри, Богчо. Подожди секунду. Я его подождал, я только жду. У тебя был шанс с ним поговорить, ты отказался. Амяль, Букчоик. Не, чего просто долетишь, да, научишь, вопрос, ищи чаквалит так, луртуа. Сохрани вопрос, Букчо, продолжай. Нет, я задал вопрос, что в результате развития человека развилось и понимание человека того, кто или кем является некий Бог. Мухаджир говорит, что он с этим не согласен. Я бы хотел услышать его доводы, почему он не согласен с моим тезисом. Я тебе объясню.
Я тебе сейчас объясню. Вот смотри. Религия ислам зародилась 1400 лет назад. 1400 лет назад. Вот вы, чеченцы, здесь сейчас собрались, которые недовольные вот Чечне, в результате это самое ислама, который наведен порядок в Чечне, да. А вот ваша вот Нохчала вы делаете упор, да? Что она показала, что она доказала? Его результат, если он успешно функционировал в Чечне и пришли туда мусульмане его убрали путем там поддержки России и все такое, да? Что у вас было хорошее? Вот это сейчас здесь надо сказать. Форма одежда была хорошая, свадьбы были без выпивки, без танцев там. Вот это все моральное, вот это вот, как сказать, да? Или же у нас что аморальное у мусульман? Вот это вот сравнение давай сделайте, если можете. Вот это путем сравнения. Я все. Да. Букчо, расскажи ему, что у них есть аморальное в исламе. Баугна Букчо. Ну ладно, меня в Кабуле, я нахожусь здесь, это кефирский интернет слабый. Букчо, он тебе бросил вызов, скажи, что аморальное есть в исламе. Сравни с тем, что есть у чеченцев. Не. Скажи, что у нас Я его ответ не слышал, Тесла. Я не слышал его ответ, я просто задал простой вопрос. Что аморально у них в исламе по сравнению с аморальным чеченцем? Что есть у чеченцев? Не, мы сейчас играем какую-то игру вопрос на вопрос. Нет, мой вопрос заключался, еще раз повторяю. Ты не можешь ему сказать, что в исламе аморально? Могу я сказать 1000 пунктов, я могу перечислить, начиная от растления детей и заканчивая аморальными половыми сношениями с женщинами, короче. Расскажи ему пару пунктов, расскажи ему. Ну, растление детей, растление малолетних детей, это, что есть аморальное, что может быть вообще в человеке. Просто один где пункт. это расстроение детей, расстроение малолетних? Где это было? У кого? 9-летний ребенок – это ребенок 9-летний. По исламу 9-летняя девочка – это женщина. Это называется растлением малолетних. Хорошо. Цивилизованном обществе. Хорошо. 1400 лет назад, да, 9-летняя девчонка, именно вот эта, девчата тоже разные бывают. Какая она была? Такая же, как и сейчас, если не меньше. Хорошо. Второй вопрос. 6 лет была она засватана. Это, я насколько, Абу-Бакра дочь. Засватана. С 6 до 9 лет. Что ждали? Что, Мухаммад в то время, Мухаммад, пророк, саллаху алейхи вассалам, он что, силу имел, чтобы... Не перебивайте. Он что, такую силу имел, чтобы кого-то заставить, чтобы за него вышли замуж? Вот так вот, чтобы все люди смотрели, чтобы там не идут никакие хадисы, что кто-то осуждал это. Вот это вы почему пропускаете? Я задал вопрос. Смотри, вот мы с тобой ведем диалог. Я тебе задал простой вопрос. Просто ты уходишь от моего Никуда не ухожу. И мы перешли опять к вот этой теме. Я тебе простой вопрос задал. Еще, чтобы мы не углублялись в эти похождения. Короче, растление малолетних, 9-летний ребенок, 9-летний ребенок, он 1000 лет назад, 9-летний ребенок, 2000 лет назад ребенок 9-летний будет 9-летним ребенком, и через 1000 лет 9-летний ребенок будет 9-летним. Что ты пытаешься? Кроме вот этих слов ваших, 9-летний, больше ничего нет у вас. Вы его даже не изучали, не копали. Мужчины росли быстро, 53 лет, это ему, значит, сколько лет было? В смысле, кого сколько лет было? Если девушка быстро росла, мужчины росли быстро или нет?
Ну вот сейчас, смотрите, вы же хорошо умеете против мусульман копать. Там что-нибудь, кто-нибудь осуждает, такое было? Нас никто не осуждает, я осуждаю. А? Я Ты- осуждаю. Великолепно, это почему ты, ты почему не говоришь, вот когда в Чечне 90-е годы, Какое дело, во что чеченцы э, верят или не верят? И ты у себя разберись, тебе какое дело? Вот у меня да я и у вопрос. себя, мне это разницы нет. Мне это нет разницы. Ребята, мы во что Я же верим? не Тебе пришел, какое? Верь себе в Аллаха, нет, мы тебе не мешаем. Понимаешь? я с вами поговорить захотел, при чем тут Да. мешаем или нет? Так, Мухаджир, мы очень настоятельно рекомендуем тебе, чтобы ты остался в исламе. То Ага. есть, чтобы все твои не знаю, соотечественники также оставались в исламе, потому что чем больше ислама, тем менее конкурентоспособны. То есть, а чеченцам, ну, как бы не хочется, чтобы рядом были конкурентоспособные, там, технологически развитые соседи. Они опасны, Ага. поэтому чем больше у тебя будет ислама, тем лучше. У меня тебе вопрос другой. Вот когда ты разговариваешь, у тебя грузинский акцент, вот очень сильный грузинский акцент. Прям вот, Не, у меня не грузинский, бог что знает, ну, мой акцент, я простудился от кондиционера, у меня сейчас так. У тебя очень сильно, прям как вот, сравнить тебя с Сталиным, вот точно как бы его голос, короче, товарищ Поскробышев, давай ты подписываться. Язык без костей, что угодно можно говорить. Ты говорила по делу? Можно. Дело в том, что когда мы с детства разговариваем на каком-то языке, вот наш вот этот голосовой аппарат, вот эти связки, они все приспосабливаются к этому языку. То есть все становится оптимально под этот язык заточено. Ага. И бывают языки, которые вот они такие там горловые, там СМ, дай договорить. То есть вот поэтому, когда уже взрослому человеку, который такой язык, ему, когда на другом языке он говорит, там по-любому акцент. То есть хочешь ты, не хочешь ты, короче, он прорывается. Там, конечно, есть люди, которые очень сильно, скажем так, сидят в этой лингофонной кабине, как эти разведчики, и убирает себе этот акцент, чтобы вообще следов не остался. Но это как бы... Понятно, молодец, ты молодец. Люди обычные люди всегда, у них будет вот просачиваться вот акцент, вот этот самый. У чеченцев, правда, меньше акценты бывает, но вот эти языки, где вот эти южные языки, там, персидские, там, индийские, там, вот эти языки, они имеют вот такую характерную, вот с этим акцентом связаны. Вот когда индусы по-английски говорят, вот видно, что он индус говорит, что хочет и не хочет, видно. Также и здесь, когда грузин говорит по-русски, короче, ну, это слишком очевидно становится. И что? Очень сильный грузинский акцент. Просто что послушай. Тебя это успокаивает? Ты что здесь на публику решил играть, акценты разбирать? Что такое? А почему мне говорят, что у меня чеченский? Когда на чеченском я разговариваю, когда я на чеченском разговариваю, почему меня чеченский? Давай по одному говорить, короче. Я говорю, ты говоришь, короче, а то нас не слышно. Я тут играю на публику, все правильно, это моя публика чеченская, я на свою чеченскую публику играю. Ты можешь организовать свою публику и играть на ней. Я тебе не приду и не буду говорить, почему ты играешь на свою публику. Играй на здоровье, дорогой. Включаю тебя, комментируй. Понятно, смотри, да, вот в любой религии, да, в любой религии, в любой идеологии есть такая вещь, да, вот любое вот сравнение, вот говорят, вот это у нас вот так, а у вас вот так, у вас это нехорошо, да, вот по сравнению скажите вот ваши вот там, или религия это у вас, или же законы это нохчала, вот скажите вот то, что сейчас в Чечне, то, что Чечне у вас отняли, да? Сообщаю тебе, слушай, что чеченские законы основываются на опыте. То есть, если я тебя стукну по башке, не знаю, дубиной, тебе будет больно, и ты осознаешь, что других не надо стукать по башке дубиной, что это больно. То есть, ставить себя на место другого.
Это самое основное, из которого чеченцы выводили свои законы. То есть не хочешь, чтобы тебя у твоих родственников убили, не убивай других. Не хочешь, чтобы у тебя что-то не украли, не кради у других. Вот таким способом Вот эти, чеченцы да я понял, я тысячелетиями недавно пришел сюда. развивая. Я тебя выключу и договорю все равно. Ты бесполезно. Перебивать не получится. Ты на чужой территории можешь. Дома и стены помогает, как в футболе, знаешь. Так вот, короче, чеченцы путем вот такого совместного жития на протяжении тысячелетий выработали систему, которым им удается вот так, соблюдая права друг друга и придерживаясь определенности, называется военная демократия, они не только уживались, но и сопротивлялись аж 4 империям на протяжении почти 3000 лет, дожили до нашего времени с этой системы. Все, теперь у тебя какая альтернатива? Давай, колись. Смотри сюда. Я вот сюда. 100 тысяч Я сюда захожу. Потом мы теряем след того, что говорили. Мухаджир, отвечай. Я вот смотри, да, вот смотри сюда, да. Вот то, что вот сейчас вот положение в Чечне, да, вот сегодня положение, так как вы чеченцы, вы недовольны с этим положением, да, вот у вас лично, да, вот если вы считаете его плохим, да, вот перечислите, скажите, да, вот это было у нас хорошее, появилось плохое путем там империи, путем Кадырова или ислама, ислам этот навязан Кадыровым за счет Москвы. Вот так вот перечислить можете? Перечисление займет там слишком много времени. Я могу только, например, самых важных. Коротко. Просто ты дашь мне договорить или мне выключать каждый раз тебя? Один из самых важных пунктов, который вот, именно ислам как религия не дала нам развивать, это медицина. То есть у нас умерло огромное количество людей, стариков, просто больных из-за плохой медицины, а плохая медицина, она из-за ислама бывает. Она тебе, да. А доказательства есть, что из-за ислама бывает? Есть. Как работает медицина, как ученые придумали современную доказательную медицину. Ты знаешь, как они это сделали? Я знаю, что в Чечне медицина не хуже, чем в России. Тебе задали вопрос, перестань говорить, увиливать ответ на него. Как появляется современная, и она самая крутая, но она сейчас и в Японии, и в других местах азиатских странах, так называемых, или драконах, она тоже хорошая. Так вот, тебе вопрос, как появилась эта медицина, которая 99% болезней лечит и улучшила нашу жизнь, что 99% людей не умирает, как раньше. Как она появляется? Вопрос тебе. Да я понял, я что, специалист, что ли, там по медицине ты мне... Не надо быть специалистом, это не вопрос специалиста медицины, это вопрос просто... Я вообще не знаю... современного, понимаешь, если ты не способен ответить на этот даже детский вопрос, то что с тобой разговаривать дальше? Ты способен ответить на это? Ты способен ответить на этот вопрос? Ты способен? Ребята, ладно. Не способен ответить на этот вопрос. Ладно, ребята, тогда если вы... Твой интеллект сравним с кем-то из этого. Любой из этого чата наверняка способен ответить на этот вопрос. Мы сейчас зададим кому-то из зрителей. Смотри, я тебе что сейчас скажу. Я сюда прихожу редко. Не надо подожди, просто отвечаешь на вопрос. У нас здесь вопрос, ты задаешь вопрос. Тебе честно отвечает. Будь добр, то же самое делай. Когда тебе задают вопрос, также ответить. Так, спрашиваю у зрителей нашего канала. Как появляется или появилась современная медицина? На базе чего? На базе опыта, экспериментов. Не, трупы вскрывали. На базе вскрытия. Это мы имеем в виду. Потому что он понял, что нет, он тут. Так, Мухаджир, ты слышал? Ты слышал, на какой базе появляется медицина современная? На базе того, что людей, трупы режут, изучают. Ясно. Ты говоришь, что ни на один вопрос вы мой не ответили.
Так, тебе придется вот так контролировать, дрессировать, скажем так. Слушай, медицина появляется тем, что режут трупы. В исламе трупы резать запрещено. Ислам говорит, дёру дал наш, да? Куда делся наш мухаджир? Мухаджирнул, переселился в мир. Мир. Ты вместо того, чтобы с ним говорить, ничего не говоришь, потом раз, резко там он полностью илох, дуэль на полной программе. Дихавара, только ахтун действительно. Ему позвонили, наверное, как обычно звонят. Запахло керосином, сейчас его второй раз вытрут им этот стол. Не только стол, но и стулья, мебель и пол. Поэтому решил, лучше я свалю отсюда. Тесла. И Гюджи Уша Бош прикидываться дешевца блогерах, терам царетоны. Кавказ ну, еще заинтересованы был, что вы мусульманши. Ведь вы мухир бар, чтобы дальше оставались. И вопрос, Анна Сахиты, Тесла, как ты думаешь, откуда появилась тенденция Нохчел, Бехия, или они не знают наши Нохчела? Или у них такая пропаганда? Что хочешь Хорватию? Стопроцентный грузинский акцент был. Как мы, например, если вы сахихал должен хитрость делаешь, там вы собственно национальный самосознание, что вы заинтересованы, вы юкарфюли, динчур алабя, вы это конкуренции. Наоборот, мы пытались бы, чтобы они дальше оставались бы в исламе. Точно так же действуют мозги у наших соседей грузин. Они еще и мусульмане больше, они о своих интересах пекутся, у них есть мощное национальное самосознание, хоть и на мифической истории основано, но оно есть, и оно законно работает. Сундела, они также не заинтересованы нас вытаскивать из этого ислама. Кроме простого населения, которое не любит чисто мусульман и правильно делают, они вот и формата поддерживают, и любой ислам, как поддержать, берутся, но как государственные системы, вот им это не интересно, нас вытаскивать из ислама. В Кабуле связь дикият, сумбях мобилесы, что выстхалар цанис лоса лата. Да, ты рассчитывай на нас, поддержать Иран в моменты, когда тебя не будет. خاجر ناخش ما شو ناخش شو عينه و ناخش غلق أزدنقل غلق شادل هم ديك دوج شو شادك ديك شو وين شو الله ديك شو شادك Как они пытаются всеми способами, со всех ракурсов, и через лингвистику, через политику, через местность, через психологию, экономику, через все области мыслимые, немыслимые способы используют, чтобы мы оттуда не вышли из этой идеологии. Если мы выйдем с этой идеологии, половина гуржей бой, аболар бой,
ДГОши, там пылесос, приходили какие-то пылесосы, толкали людям. Ну, там, в России, там. Представь, допустим, у меня дома, я живу себе, все у меня хорошо, и какой-то пылесос, ну, нормальный пылесос, короче, убирает, все нормально. А то так, короче. Короче, там, пылесос, ючона, короче. Раду вожаду, короче. Кирби. Пылесос, сон, мекшу бас, короче. Хуютsun, дикнек, nis ашвас, дик ашвас, а пылесос, ую. Короче, арсеник, а по-любому, короче, да. Ой, мекшу, сон, сеник, эльче, кочер. Волка. Пылесос Кирби и Альберт. Вроде того. Я просто аналогию провожу, вот нас устраивают наши законы, наши ногчел, наш шадик устраивает. Садоха, богой, короче, вот. Мы говорим, что мы счастливо живем, мы устраиваем, мы радостные, очень хорошо, мы друг к другу в гости ходим, нас все устраивает, женимся, там, умираем, все такое. И они приходят и говорят, вот вы несчастливо живете. Вот по нашему мнению, вы несчастливо живете, у вас неправильные законы, вам кажется, что у вас хорошо, но у вас нехорошо. Короче, вот вам новые законы, короче. Вот это все, короче, да. Докажите, что вы хорошо живете. И нам приходится доказывать. Типа они нас ставят в позу этих доказывающих, что мы вроде бы нормально одеты, нормально живем и счастливы. И они нет, вы не счастливы. Мы хотим вот так, чтобы вы счастливы. Жили по-нашему, счастливому. Вот это понятие. Кажется, это вообще бредни, что происходит. Со всех сторон выходишь, дагестанцы, грузинцы, ингуши, все русские, арабы, все вот лезут к нам и указывают, как жить, как мы должны понимать счастье и радость, как мы должны понимать, как друг другу в гости ходить, как здороваться, что происходит. Худуис. Маша и Алла виноваты. И Инна с ними. У нас никогда не было, даже у чеченцам, никогда в голову не приходило, вообще никогда, вообще, видимо, биологически, да, как мозг у нас, культура, конституция, внутренняя вот эта биологическая, что мы никогда не лезем никому и не говорим, ты неправильно живешь. Не керта даган, а ишь той, короче. Никогда такого в голову нам не приходит к соседям идти и лезть ему, короче, в их личную жизнь там. Поэтому мы страдаем. Лучшая защита нападения Олш сделал. Начать. Мечеру Барцу, он дагестанец у Барцуша. Неизвестно, кто он. Он ГБшник, понятное дело, в отделе этот, в Ирье, 9-й отдел, сел Ханотсу. Ален Делон, Яйценел, 9-й отдел, ЦАУ. Похоже. Но не русские, с какими-то корнями. Гюржи Волчина. Впервые, но, видимо, газ, Гюржи, Явайц. Да, тоже похожий акцент. Грузинский акцент явно. Да, даже с примеси, да, примесей даже нет других. Вот чистый был, да. Не то, что он Россия, обрусетин, легкий такой. Нет, он же сильный у него. Suomi pankisiirron vasteepuoksi Oilers да. Не, он гибнет какой-то. По заданию заходит. Осам Бог, нохче мотха, так, гржи, мощный акцент, он pankisiirš, нохче вайн, уйти. Хельмек, кстати, да, хороший объяснение. Вполне может быть. Вейт бусу данах яцеркуешь. О, печь сидишь, короче, ресурсы, нахам зарплачешь, интернет, троллишь, короче, кормить.
Мадам ислам, держитесь за веру в ислама, как в Коране сказано. Не буду говорить, как этот Милри, Абу Хамзас, могут держаться. Это я пропущу. Гениальный ролик. Тесла, Элек Гацер, оставайтесь там, Бог. У нас не будет конкуренции. Это же и с обратной стороны работает. Не выходите, нам не нужна конкуренция, Бог царь. Да, да, ну, конечно, это подразумевает, правильно. Я и не говорю другого. Это универсально для всех. Закинь своим соседям какую-нибудь какого-то Махди и бредовую идею вечной жизни и подчинения, полного подчинения с каким-то сумасшедшим правителем, и все, они там будут, конечно, его и палить, пока ты развиваешься, пока у тебя там технологии рвут, пределы, барьеры рвут, то они будут вот этом ковыряться. Естественно, это универсально работает. Рассказывай, как думал, ешь. То что щипача, что он баке. Там, возможно, другая проблема. Не выходите из ислама, мы сами без вас тут пропадем. Тесла, я рассказал, большую. Я вышел, да? Я пропал. Я рассказал, Проклятый мост, проклятый афганский мост, кабульский мост заколебал уже. Хорошо, Тесла. Хорошо. Из ранница рассказал, где один летчик одну семью перевозил, и над ним они подшутили. Жестко причем. И потом он над ним пошутил. Рассказ я читал. Где ты читал? Это давно я читал, на Проза.ру, по-моему, я читал. Типа этого летчика Духова и Баха. Теперь Теперь мы будем шутить над ними Баресом, как этот летчик пошутил уже под конец. Она Голландия, Вабисинец, Да, Голландия, Баса, Гренландия. Вернуть язык сами, да, действительно. Старый рассказ 93-го года он, кстати. 1993 написан. С процентами надо вернуть им ихний этот ислам. زاد سمي الله ماشي ولا زاد ديال ماشي الخير слушаю вас. У нас тут был этот какой-то мухаджир со страшным грузинским акцентом, просто такие, я не знаю, не лечащиеся. Может быть, Зашел и Гюржи Бахка Ашбул Нохчин Шбат. Ищу Бустуман Шмаму. Если Дюмош, да, Гюржи Матбица, что я будет такой акцент, да? Нохчил или чахал. Я من حلقة انتريو اكسنت
Маршал, да. Маршал. Маршал за Сунгинчар, я вот разговаривал, царь, ищет грузинский акцент, сахуль. كنت دا Альберто Мабар, أقوم سنة акцент تقول. ممكن نختي متخيل عندي شي شغل خلون اشتغلت وموت بيتش بول مار شغل مار شغل زازا عنده بوي سيلي عنده تاري خلون اشتغلت نوختي موت خلي بيتش تاري Маршуэла. Маршал, عندي именно у акцент. грузинский холь акцент, грузинский холь андойш. Возможно, да, какой-то из дагестанских языков тоже имеет такую же структуру и такой акцент выводит. Да, это. فانكيسي عشان بو عندي Панкисец, андипац абсолютно. Вообще, может, они на границе с Веденским районом. Царь должен обучить. ونوخشن عندي بخ بانكيس وش العشاء ودي زيت تيجا رازنا قامش دو نوخش بوش دقوش سولي بو تيجا ساق ام داس بو بس فخلي بانكيس يا إنسان هذا نفسه. وان حولوا تاخور دون Чуть моя. تيجا ريدن Через يوت интернет. شغل حاول شاخلا وش خاطو يرشتا ومختا لولا بو عنده شير انتو ويسنتي قيشنا خار شير قرجع عش بيكش قبيكش بو ونوخش مو بو يشتان Что-то связь плохой у нас. знание маршал هموغو ما شغل يكو زازا وقعودو محل خيسم يالوطان как они все заметили, а? Такое время разве не бывало раньше? Не, после 3 только. У меня отпуск. Я теперь раньше просыпаюсь. Понятно. Больше от работы не завишу. Поэтому... خذي ترسو ويتشور دلباغر هم садится. Несколько раз поставили его это в стойло, и он чухнул, а третий раз саботует. Обычно за ночью надо уже закончить, надо полностью, короче, обнулить все это чеченское и взять 100% вот это арабское. Все, как обычно. И это советует аноним со страшным грузинским акцентом. Представь, мы сразу должны послушаться. أسمع النوختو دادك شوي تصير شو معت دويت دوي نوروني ربو قنال ده شوي авторитет. سكايبوسكي شنتي سكايبوس отшамерити тводичон қета қеч قنال ده شوري سكايبوسكي شو أبشي أوارسكي إشقيت ووشخ شيء Пропадаешь, Булат. وشخ تقيت ريخ تقيت إيش عنده أبشي بلمنو شيء
связь дикиат. Тери общий мост был, ханс мост был, общий аварский волшах кич был, лелуш был, термот. В хане лайшхал был, шаберш. Ак, бусул хилча, тан атқул. Вай шей уровне доге на одном уровне, вай слоцан. Да, Да, вайн има, хулцо, что шелапцар, да, нас и бусул да, день царный, има лахар, вы има айрахил бухеш, она яхдосош, сюли але яхдосош, вай вай чана та, тахар цар, делчи, сюли сан малел, оле яхдосош, и شيء بالبر ووشي بوخكر ووشي ليتشكدر ادم شتري إلي آمر شيولي له ويختالي در لويوش ويتاخدو شولي مليل سويلي سنالي أقوى إسلام ألوي بوصلبا الأخي وشتارت نا أورين تان أورين تداوشا تان إجوه توش كيت ويتش تذكرت على أي بين قمال ده هنا إيش شيء قرب إسلام ليش البخير تا يحدو تندويتان даже вейла халбол ищин вейта бусол воле теричан халх юди ислама вейла халбол неочтан дик хади тери эмор тери амал шадол хумду тохин ислам тин царц дук قيسم على وها ناخيات الاشتار قيس مقرلات دليل دي الشيء اسلام دليل دي الاد بيت بيس داغا توشتوي ايش خانش بي ابي ان مزوزا Bulat, الا vai būs, man vajag smuvojumu, čujos islām, čujuč. Vai tā malīli būs, tā piepēdījos sāma, vai tī islām malīli. مثلا نو مريت ويدويتش دولهم ويدويتش دولهم لو لاخوش ويت اقيو ويتوخ لر شي بازيتي ما بوش Da, ويتير tundēļ bā, اسلام دعياتش un tundēļ bā, شي na حلقة padīm, دول شي vai bārdi izapcerg mūkai bies. لا ايش شي صندوق شير خا ما خشش يغوش توخ لر لي بازيتي خليش شوي حلقة أختن ده تانسلا وي ديتيلا وي إسلام شر أردولش دولهم نو هم ديتيل تانسلا تمام دار دلا تعال شوطة اوز دال ديتا تاقش ده تهمش لي ما بوشتن مخ الشي وداروش شش ودار ويخي ترقيج وديك سمو дол царицу. Значит, они нашли что-то, цапхак и нацан халат, озба. Мягко. Лейш мамыш. Да, Bulat, tā ir leiš bāra jūša, viņš daži bīca viņš, короче, ну, atcāvis bārdīcis, nu. Šeit ļā leiša, šeit ļā gospodaš, šeit ļā busu, šeit ļā, не знаю, что угодно. Военкочин, цадака, короче, все это приехали. К сожалению, у нас не осталось хорошего решения. Есть плохой выбор и очень плохой. Так, к предыдущей теме. Тут в понедельник Трамп собирается объявить о новом плане помощи Украине. Бог
который впервые Уже может... понедельник, да, на 5 дней? Да, это станет, говорит, радикальным поворотом его политики, оказывается. Прикинь, ранее ограниченная поставками оборонительных систем. Инициатива, предложенная Зеленским на саммите НАТО, предусматривает, что европейские страны оплатят американские вооружения. Конечно, кто еще, кроме европейцев, платить будет Зеленскому? Украинцы, мерз мол и молш, илай молшек. По словам сенатора, да, это истина. Они платят кровью, то есть нет никаких денег, которые можно сравнить с этим. Ну и воруют таким же образом, очень хорошо, кстати. По словам сенатора Линдси Грэма, там... Если бы они значительно воровали бы, то их уже завоевали бы русские. Поэтому какая-то часть, скорее всего. И оружие, кстати, его не поворуешь, патриот-систему. Не оружие, я имею в виду деньги, которые до этого поступали, они их... деньги другое. Американцы же оружие, они деньги хотят. Ну да, оружие. И оружие продают, кстати, у них тоже насчет этого был скандал, что военными, что они у государства закупают дороже оружие, чем у этих добровольцев, которые им помогают. Это совсем другое. Танки, БТР, там, украинцы просто не могли никуда продать. Это не работает так. И не снаряды эти, не эти. Что он бьешь? Они малейшее проседание сразу... Хорошо, простим то, что они умирают. Там, простим. Малейшее... Сразу же у них фронт будет проседать. Поэтому они не могут себе позволить вот эту разнузданную коррупцию, как когда-то было. Не, ты опять утрируешь, я не имею в виду, что там каждый цент они воруют. Но при этом лучше будешь, в принципе, мелочаться. Резкая смена курса связана с телефонным разговором 3 июля, где Путин якобы заявил о намерении в течение 60 дней оккупировать оставшиеся территории в украинских регионах. После этого... И он ему дает 50 дней до этого. Да, вот. И после этого, по данным источникам Exos, Трамп сообщил Макрону, он хочет взять все, оказывается. Дебил. Звонит, говорит, Володя, сколько тебе еще нужно, чтобы... Володя, 2 месяца, короче. Хорошо, короче. Не, интересная фраза моя, я подумал, оказывается, то, что Макрон сказал. Макрон, дорогой, он, оказывается, всю Украину хочет, а я-то думал, лоханулся Трамп. Такой наивный, часами с Путиным разговаривал и не понял, что Путин хочет всю Украину. Ультиматум Мейна в начале этой войны, в 22 году, этот спецпредставитель Русни, убирайтесь к границам 97 года, ультиматум Мейна. То есть они еще тогда все знают, прекрасно владеют, чего Путин хотел, хочет. Все хотелки местные, поэтому просто концерты играть, те шуары вообще. Список Эпштейна, Эйля, короче. Венгерский говорится, алгверлер, кюгелфу. И вообще, что делал ветвуш? Вот сунули цалта духом до 14 год. Тесла. А я у нас подозрительный. А? Тоже. ГБшный шпион, мол, из раз. С Богом. Сунах лет шорт холоду материал цыган. Сундел. С самого начала паники велиты мётся, я Бог полбот. Тесла как раз к нашему разговору. Руководитель ЦПК Виталий Шабунин обвинен в уклонении от службы. Почему возник скандал?
BBC News сообщает, что украинский активист, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил обвинение в уклонении от военной службы. Следствие утверждает, что Шабунин систематически избегал выполнения военных обязанностей и использовал внедорожник, предназначенный для армии в личных целях. Шабунин отрицает обвинения, связывая их с политическим давлением и критикой власти, называя это проявлением коррумпированного авторитаризма. Если кто не знает, Шабунин самый, скажем так, известный и самый эффективный борец с коррупцией в Украине. Джим Сагуи, он со всеми этими американскими, европейскими противодействию коррупции структур сейчас, теперь как бы представитель Волшмас, самый борец с коррупцией. Замобилизовать на передний теквас и вейтрерч, короче, видимо, это момент подлянг если я будешь, видимо, коррупционный бандит. Он да, хажи не постараются его там потерять. Видит лосимел, да? Реакция возможности все-таки украинские, это не бандитское государство. Но ой, ладно, что-то чего-то. Шансы есть, там погибнуть. Одна пара сапога с рашкой. Не. Франция увеличит оборонный бюджет до 64 миллиардов евро уже в 2027 году. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция увеличит оборонный бюджет до 64 миллиардов евро в 2007 году на 3 года раньше намеченного срока. Он отметил, что чтобы быть свободным, нужно быть сильным. А чтобы быть сильным, нужно быть грозным. Заговорил чувак. Красиво говорит. Да, Европеич, метаболшу, немцы метаболшу. То есть, хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, Путин бадыш, сагятся Володя Юхвала Бош, чтобы не вздумал уйти из Украины. Режим должен быть, не знаю, разрушен окончательно. Вот Украине эрвала, короче, короче, да, короче, то есть Путин должен дальше воевать до победного конца. Короче, в Иране собрали $40 миллионов на убийство Трампа. Он не так скоро от кабины, уже в годах человек. Зачем на него 40 миллионов тратить? И что это даст? Это второе ухо ему хотят, да? Стрельнуть. Я не знаю, да, второе ухо отстрелить. Трампа это, не знаю, что самое это дебильное, что можно, короче, придумать. Трамп опять намеревается ввести 30% тариф на импорт из Мексики и Европейского Союза. И намерение, что очень. Россия, он там тоже намеревается через 50 дней. И Европе намерение, что из Трампа. А когда он к делу перейдет? Представь, еще один бог цагов. Короче. Да, на прозвище Лесно намерителя. Все время намеревается, намеритель. Он если свой бизнес так вел, я не знаю, какой он бизнес. Как он умудрился этот бизнес построить. Маска, да, французский. Маска мой и топить тешь. Да, Трамп дезхала 40 миллионов. Путин рейсер, молодец, иранцы, Трамп, я, короче, где он найдет второго дурака такого? Тайзан умудрился ба хуз ди узване при уз банкрот лёга хал эвеч.
отцу кегичем уже баркш да да диеш мазуцу бизнес ахлек. Нет, там Они не просто такое не знают, как банкротство. Там воевать. Ди Алам Олин, там не было такого классического банкротства Сахальецу. Путин любит грязь. Только в грязи он знает, что соперник расслабляется, ну, ослабляет. Вот свой. Поэтому он всегда гюрин вот это. Вот как, по словам, 2 месяца дал он, да, как бы, чтобы полностью оккупировать Украину. Он дает гюреют и еще в грязь большую они влезут. Поэтому он спокойно как бы. Путин по-умному как бы воюет, а Хакана куртуам без. Хакан царь миллиард что куру. Ну, в общем, не совпадает у них это все. Путин по-умному воюет, я бы не сказал бы. А, Берег Черноморский флот потерять миллион. Это, я не знаю. И захватить сколько там, какую-то полоску территории вдоль украинского, это соприкосновение. Я бы не сказал, что это умная война. Точка. Путин и самый термоядерный оружие. Милна Гюхаева, вот, самое сильное оружие у Путина. Знаешь, какое? Телевизор первый. Да не, нескончаемое российское мясо. Мясо. Нескончаемое российское мясо, чтобы кидать, нужен тебе телевизор. Нескончаемый русский... Русским сейчас и телевизор не нужен. Ты им скажи, мы самые великие, и нас все боятся. Они, ура, за Родину. Иван, ну, им надо сказать через телевизор. Несколько лет надо понадобится сгреть их вот до состояния вот этого, а потом уже кидать. Артподготовка есть или все равно? К чему? Короче, Украину поднимает, сейчас начнется веселуха. Думаю, начнется скоро. Баллистик, я по Москве баллистик я та отъебать. Ахол там Мухасранский, ахол дрон та завод это Путину по барабану. А вот по Москве это не по барабану. Хорошая баллистика, трех, короче, и представьте, Красная площадь, весь этот Кремль, щебенка лежит. Какой это удар по престижу. Или вон по очистке канализации, ее установка, 14, 15, 16 миллионов жителей в Москве. Раз туда долбанул, и все, и весь город в дерьме. Это раз долбанул по электростанции и по этим трансформаторам, все, там нету света. А Россия – это страна, управляющаяся ордынским способом из одного Сарай-Бату, из Москвы. Ударил по Москве, и весь сарай к черту. Сундела и Иштгеми, ясно, выиграть был, что он бац, и это все уже дошло и до украинцев, и до европейцев дошло. Трампом бросит героя. И цум ты дахки рашбукаш. Видно будет, к чему это приведет. Вся Москва, вон это в метро Латбола и крысиный туннель шмается. Там одна баллистика или 2 баллистики хватит. Не-не-не, туннель, нах бы идешь мадати. Причем, то есть, электростанцию свет в городе. Ты попробуй поживи, просто на время удара по туннелю гражданское население а сделать условия жизни нежизнеспособные, огромные столицы, которые управляют всей этой. Именно вот по Москве матух бокш, будешь массу, я с России, ПО так массу мяна, каждый квадратный метр и рассылать по крышам, аж будешь. И то этот Путин, и то даже пользуется тем, что через этого Трампа, через какие-то условия, Москва туха, с идеей и вожди бош. Украинчик, Москва тухач, тоже бандил, со стороны Запада, короче, с Америки или что-то, из матух бош.
То есть, что и банды, и хотел уже все, да, украинцы сейчас готовятся, я думаю, иначе они не понимают, что делают, если они не готовятся по ударам по Москве баллистическими ракетами. Потому что дроны там не пробьют, и дроны легкой реакции, навантаженные легкой реакции. Ничего особого не сделают. А вот именно баллистические станции, символ штер, инфраструктуру, потому что сами Ласки также хотят по киевской инфраструктуре ударить. И бьют, и пытаются ее разрушить. Сейчас патриотами прикроют это все, и тогда украинцы, скажем так, с честным сердцем или ясной головой начнут уже попробуй нашу систему ПВО пробить с патриотом, и мы попробуем вашу московскую с С-400 там пробить, и посмотрим, чья возьмет там. И тут и видишь, что все это закончится именно так, короче, взаимными ударами. Точно, когда я говорил, помните, Ирано-Иракскую войну напоминает. Единственное, что заставило Саддама Хусейна прекратить агрессию против Ирана, это удары иранскими ракетами «Скат» с дополнительной ступенью по Багдаду. Хатуш в Багдаде, да. Хатуш. Тегеране Харука в Багдаде, да. Хатуш. И Саддам Хусейн через несколько лет после такого сдался. То есть не захотел он, чтобы население Багдада его вздернуло за то, что он не прекращает эту агрессию. И он отступил. То же самое и с Путиным. Это такой же диктатор, такая же сволочь, такая же убийца, садист. И на человеческую жизнь наплевать ему. Тесло, давай по фактам поговорим. Как ты думаешь, Россия – это унитарное государство? Унитарное? Формально или поэтому? Нет, и формально, и юридически, как ты думаешь? Юридически она федерация. Федерация Вот. не может. Смотри, а он на последнем саммите заявил, что любая часть страны имеет право делиться и не спрашивать у центра разрешения, оказывается. Прикинь, он это знает. Ты прикидываешь себе трагикомедию? У них в Конституции записано. Даже за разговоры об отделении и ведь 4 года там светит. Тогда они противоречат своей с Конституцией своей федерации. Или, не знаю, крестик надень, или штаны сними, бог, или штаны надень. Нет, у них, да, федерации дождут, но в Конституции у них нельзя. Вот Окей, давай другой подход. Федерации дождут, автономиш, но в каждой административной в этой территориальной единице есть, например, Татарстан есть свой парламент, не знаю, свое правительство, в конце концов. Это что такое? Это называется местная власть. Она есть во многих. Местная власть, да? То есть, все, что угодно можно объяснить Богу. Да, дивіться. Ну, то есть вопрос не в этом. Вообще-то это бандитская малина. Зачем там вообще их какие-то симуляции обсуждать? Есть у них там что-то? Я с Богом сам парадокс, они языком говорят, знаешь, но болтают на самом деле. Подожди, ты же знаешь, что в Ираке был Саддам Хусейн диктатор. Ты когда-нибудь приходило в голову думать о каком-то иракском парламенте? Он наверняка же там был, и каких-то иракских управленческих там магистратов, еще что-то. Они же там были, это же государство управляющее, как-то управлялось оно. То есть там есть какое-то было. Ирак себя называл Федерация Иракского, не знаю, государства. Да, но он только Саддам Хусейн диктатор Дагуа, видишь Путин Дагуа визу, но когда ты видишь Русню, ты должен вспомнить, что есть Путин и все. Все остальное это там что-то есть, да, что-то там делает. Им это хамаха, но если вот на них наехать, ну, гипотетически, да, и сказать, вот, господин Путин, ваше государство федеративное, да, и вы сказали вот такое, да, значит, любая часть на этой территории, какой-то административной территории, по вашим же словам, имеет и по вашим же государственным образованием имеет право на выход. И не спрашивают у вас никакого разрешения от слова совсем. А лишь моя цель, и модель сбоку крития, то есть взять хотя бы яхита. И Путин. Бессмысленные, все равно такие, ему делать такие замечания. Это бандит. Он с тебя поржет просто и все. Задеть другими вещами.
Вдруг что он дикий зверь. Если, если все полностью Россия выиграет, и Россия еще Хаякчи, опять же, вся планета его оставит в покое или нет? Или же дальше оставит россиян, что ли, или что так контроля, есть шубалю, да, дунена. Или иштхалют я сидя систем. И еще ничего ты обахас. Цели у Россия, нас телевизионная башня. Подожди, Россия Ешер, это надо развернуть. Что подразумеваешь под Россией Ешер? Так и ответ тебе будет исходить из этого. А то какой-то там сценариев было великое множество, может быть. Ну, это большая зона, тюремная зона, специальное мясо. Зон, ючвацию, поражение России, вот как ты представляешь? Поражение России, что ты имеешь в виду? Выходят они из Украины, останавливаются на там, где сейчас находятся, или еще, или украинские войска заходят в Москву. Что ты подразумеваешь под поражением России? Так ясно будет, что какой тебе ответ давать. Ликвидация Путина. Ликвидация Путина и ФСБ вот этого. Все, что творит. Подожди, и армия ясно увеличил. Она российская, она находится в Украине сейчас, и какая-то группа ликвидирует Путина. Ты это имеешь в виду, да? Да. Куда ты Патрушева дел? А может он сдастся или убежит? Ну, ведь уже мы это какой-то фантазией несерьезно занимаемся. Поражение Русни, оно может быть. Сейчас Путин остановится там, где он находится, и украинцы тоже прекратят огонь на линии соприкосновения. Это один сценарий. Украинцы получат много оружия и выкинут из Украины русню. Это второй сценарий. Украинцы получат много оружия и, скажем, оккупируют, обратно отоберут свой Крым и выйдут к Азовскому морю, но Донбасс не будут, трогать. Это третий сценарий. То есть четвертый сценарий: украинские войска, десантники, выбрасываются над Кремлем, они берут всех. Ну, это пятый сценарий. То есть какой-то хит есть конкретно, чтобы знать, чтобы анализировать последствия этого. Должно быть сначала это как выглядит. Просто поражение России, это просто слова, и за этим ничего не видно, неизвестно, что это означает. Что такое поражение России? Как? Значит, переименовать ее цели. Выиграть ее, и Путин свергнут, уже главное. И выиграть, опять-таки, поражение России Богом, и выигрыш Украины, это поражение России. И опять-таки разошифровываться, да. На непонятной основе вывод через вас. Нет, сначала надо четко определить основу. На чем? То есть как выиграет? Технически. Граница. А тот Тарбуцар, российская армия разгромит Тирюцар, вожди идут царь. Вот как? И потом уже можешь дальше идти. А то ты фантазию школишь, воздух висит швей. Ну я имею в виду, и кверт трехглавой моей, вся держится Россия на трех головах. Путина, Патрушев, и это самое, если их свергнуть, и все успокоятся, конечно. Я не говорю, чтобы их армию там уничтожать или всю Россию уничтожить. И даться с Богом. И кверт беше ликвидировать, бичи, так уже все успокаиваются. Хундельч, Багуашхахин, Ашмабевич, царь, Хадель приказ. У них приказ. Все, он умрет. А тут, видимо, другое. Как-то Нет, абсолютно. Что это за тайная группа анонимов? Они уберут Патрушева, Путина, еще там кого-то. И это несерьезно. Гипотетически слишком. И туманно.